بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. И мы с вами продолжаем изучение намаза. На прошлой встрече мы с вами говорили про коллективный намаз и остановились на пункте, что говорили о некоторых постановлениях коллективного намаза. И последнее, что мы не успели сказать, это следующее. Если же, то есть бывает так, что в мечети очень много людей, и мечеть маленькая, что же делать? Так вот, если они совершают одну и ту же молитву, один и тот же намаз, допустим, вместе с имамом, и реально не хватает места, чтобы сделать саджду, именно, допустим, на пол, на коврик, в этом случае можно что сделать? В этом случае можно совершить саджду на спине человека, который стоит впереди тебя. Таким образом, совершается что? Совершается саджда, то есть лоб и нос касаются спины предстоящего молящегося. Это при том, что они совершают один и тот же намаз. Дальше. Теперь мы с вами поговорим про некоторые аспекты, про хукмы, про постановления, про аспекты, тонкости людей, которые совершают намаз, но их состояние отличается. Их состояние отличается. Мы с вами говорили про таяммум. Таяммум – это совершение омовения не водой, песком, землей и так далее. Так вот, возникает вопрос, можно ли человеку, который совершил омовение водой, совершать намаз за тем человеком, который совершил таяммум, который совершил ритуальную чистоту не водой, а, допустим, песком? Да, можно. Можно. Также мы с вами говорили про кожаные, скажем так, про носки, про толстые, плотные, в том числе, возможно, и кожаные носки. Называется мясо, когда мы протираем. То есть вместо мытья ног мы это надели, состояние омовения, и вместо мытья ног мы протираем эти носки. Так вот, возникает вопрос, можно ли человеку, который, совершая омовение, помыл свои ноги, совершать намаз за тем человеком, который уже вместо мытья ног, но сначала он совершил омовение, да, а потом при повторном совершении омовения вместо мытья ног он протер вот эти свои хуффы. Да, можно. Можно. Почему? Потому что с точки зрения чистоты они находятся в одинаковом положении, в одинаковом состоянии. Это раз. Второе. Мы еще с вами будем говорить про намаз путника. И, коротко говоря, намаз путника, 4-ракатные фарды совершаются от 2 раката, то есть сокращаются. Что такое путник, каково расстояние и так далее, будем говорить чуть дальше. В данный момент автор нам говорит о том, что человек, который находится в месте своего постоянного обитания, месте проживания, если он совершает намаз за путником, его намаз действителен? Да, его намаз действителен. Но путник сокращает 4-ракатный до 2, а муким, то есть не путник, муким называется, муким, запомните этот термин муким, не путник, он что делает? После саляма имама, путника, он поднимается и дочитывает те 2 раката, которые путник, соответственно, не совершал. Дальше. Но если же путник становится имамом, ему желательно сказать коллективу, то есть людям, которые за ним совершают намаз, желательно сказать, что он является путником, чтобы те понимали, что после саляма имама они поднимутся и будут дочитывать те ракаты, которые не совершил путник, потому что путник сокращает. Дальше. Также то же самое касается и молитвы путника за мукаимом. То есть путник, если совершает намаз за мукаимом, за человеком, который не находится в пути, он совершает полноценно, его намаз действителен. Полноценно имеется в виду
столько ракатов, сколько читает имам. Имам муким, не путник. Следующий аспект. Мы с вами выделяем болезнь. Даже не болезнь, а получается ма'адур, состояние ма'адур. Мы с вами на прошлой встрече говорили, когда у человека происходит действие, которое теоретически нарушает омовение, как недержание мочи, мы с вами говорили. То есть это одна категория. Другая категория людей, которые болеют, грубо говоря, больных людей, заключается в том, что он, допустим, не может стоять, у него проблемы в спине, у него проблемы в ногах, он не может стоять, он совершает намаз сидя. Так вот, возникает вопрос, можно ли человеку, который в состоянии стоять, совершать намаз за имамом, который не в состоянии стоять? Соответственно, имам совершает сидя. Ответ – да, можно. Можно. Дальше. Что касается человека, у которого нет простительного состояния удр, ма'адур, он не может совершать намаз за человеком, у которого простительное состояние. Об этом мы с вами говорили на прошлой встрече, и сегодня вот коротко об этом тоже сказали. Дальше, следующая подтема. Аль-ахакку биль имаме. То есть, кто же больше достоин быть имамом? Значит, первое, если дело касается намаза, молитвы дома, мы с вами знаем, что человек, мусульманин, совершает намаз и дома, и в мечети, и вместе своей работы и так далее. Так вот, если касается дома, то дома больше всего заслуживает, достоин быть имамом хозяин дома. Хозяин дома. Но если к нему пришли гости, и он этих гостей, скажем так, уважает, ну, как бы нужно все гостей уважать, конечно. Здесь, скажем так, некая такая уже другой вид уважения, некий такой почет, потому что к ним пришли знающие люди, люди, которые учились, люди, которые знают хукмы, все тонкости фиха, особенно по намазу в данном случае, люди, которые не только знают, но еще красиво читают. И он говорит, что вот вы мои гости, вы учились, я поэтому прошу, чтобы вы провели этот намаз. Поэтому он попросил кого-то, соответственно, в этом случае не будет никакого порицания, если этот человек, которого попросили, если он проведет намаз. Дальше, второй аспект. Если дело касается мечети, то обычно, скажем так, дежурный имам больше всех заслуживает проведения, точнее, больше всего заслуживает, достоин быть имамом и провести это молитву, будучи имамом. Если же, например, даже если есть кто-то, кто больше знает, хукмы, аспекты, тонкости, допустим, в том числе намаза. Но если же, допустим, пришел муфти, или пришел, например, правитель, то есть он выше уровнем, чем этот имам. В этом случае что? В этом случае этот человек, который выше уровнем, он больше всего достоин, заслуживает быть имамом. Вот интересный хадис передается. «Ля яумманна раджулю раджуля фи султанихи». То есть пусть один человек не становится имамом для другого человека в его владениях, в том месте, где его власть. Вот. Если же, допустим, люди находятся в другом положении, если, например, люди вышли в путешествие, даже если вышли в путешествие, желательно выходить, чтобы было нечетное количество людей, и сразу же нужно постараться выбрать главу, скажем так, главного эмира, который будет, скажем так, решать какие-то вопросы. Не то, чтобы как бы, он самостоятельно берет на себя все эти ответственности. То есть, если какой-то возникнет спор, он будет решать. Либо, например, хотя бы в вопросах намаза, то есть он будет намаз проводить. Так вот, если, например, дело не касается намаза дома, дело не касается намаза, допустим, в мечети, то есть вот совсем другие условия, тогда приоритетность следующая, тогда порядок следующий. Первый, кто больше всего заслуживает, аль-а'ляму би ахками ссаля, тот, кто лучше разбирается в вопросах намаза. После этого кто? Аль-акра'у ли китабиллях, то есть человек, который лучше читает книгу Аллаха, то есть Коран. Дальше кто? Дальше тот, кто более набожный, аль-аурау, валь-атка, и тот, кто более набожный. Ну, как бы эти два слова переводятся как набожный, даже более набожный, но здесь есть разница. Какая разница? Атка, то есть, скажем так, самый набожный,
он его обычно характеризует как человек, который больше всего сторонится запретов. А эурау более набожный и еще тот, кто себя обезопасивает, это человек, который больше всего сторонится не только запретного, но еще сторонится сомнительных вещей. Поэтому, значит, тот, кто лучше знает аспекты, постулаты намаза, тот, кто лучше читает Коран, дальше более набожный. Третье, четвертое, это тот, кто старше. Почему? Потому что человек, который старше, он, возможно, скорее всего, более такой спокойный, смиренный. И пятый момент, что тот, у кого голос красивее. То есть он, читая Коран, он, проводя намаз, читая Коран, может прочитать аяты Корана так красиво, так трепетно, что сердца людей от этого смягчатся. Возможно, человек станет, не знаю, заплачет и так далее, и так далее. Дальше, внимание, тукрагу, то есть нежелательно, имаматуль фасик, нежелательно, чтобы грешник был имамом. Грешник, то есть тот, кто открыто совершает свои грехи. Дальше аль-мубтади', то есть нововведенец. Нежелательно, порицается, чтобы нововведенец был имамом. Но, обратите внимание, нежелательно. Не говорится, что запретно. Поэтому, если, допустим, вдруг по каким-то причинам вы считаете человека имама, допустим, который проводит намаз, допустим, в вашей мечети, в вашем районе, вы, если, допустим, вдруг по каким-то причинам считаете его нововведенцем, так или иначе, намаз за ним действителен. И более того, оставление намаза за ним является нововведением. То есть, совершение намаза за нововведенцем не будет нововведением. Но оставление намаза за нововведенцем будет нововведением. Об этом говорит имам Аль-Газали, рахимахуллах. Также нежелательно, чтобы имамом становился джахиль. Джахиль — это человек, который не осведомлен в вопросах омовения, в вопросах намаза и так далее. Вот так. Также нежелательно, чтобы имамом становился слепой. Почему? Потому что он, возможно, на его одежду попадет нечистота, он просто этого может не заметить. Но, повторюсь, тукраху нежелательно, а не запретно говорится, нежелательно. Дальше, следующий учебный вопрос. Положение человека, который совершает намаз за имамом. Значит, здесь очень много, нескольких аспектов. И давайте скажем следующее. Значит, первое, когда уже читается икаме, то есть азан читается по наступлению намаза, икама читается непосредственно перед фардом. То вот когда читается икама, молящиеся уже начинают уже подниматься, становятся в ряд, подготавливаются, смиряются, настраиваются на совершение намаза, настраиваются на что? На общение с Аллахом, со своим Творцом. Это раз. Дальше. Если человек вошел в мечеть, это уже второй аспект. Если человек вошел в мечеть, и он видит, что намаз уже совершается, в этом случае он никакие сунны не совершает, а сразу что делает? Сразу же присоединяется к коллективному намазу, к коллективной молитве. И пророк Мухаммад, алейхиссалям, сказал по этому поводу: «Иза уқиматис саля фаля салята илля мактуба». Если читается икама, если намаз уже выстаивается, строится, то нет намаза, кроме предписанного. Поэтому, если мы вошли в мечеть, у нас еще, допустим, не совершена сунна, а мы видим уже коллектив стал на коллективный намаз, на фард намаз, в этом случае мы сунны не читаем, а читаем, сразу присоединяемся к имаму, за имамом, к коллективу. Кроме сунны утреннего намаза. На прошлой встрече мы с вами сказали, что два раката сунны утреннего намаза действительно такие особенные. Поэтому здесь что мы делаем? Смотрим. Об этом, в принципе, сказали, но давайте повторимся. Что здесь? Какой момент? Момент следующий. Если мы пришли в мечеть утром, и мы видим уже, читается икаме к коллективному намазу, и мы предполагаем, что мы сможем совершить два раката сунный намаз, не спеша, спокойно, и при этом успеть на коллективный намаз, то мы это делаем. Или, допустим, пришли в мечеть,
видимо, что люди уже совершают намаз не коллективный, а сунну намаз совершают. Не фард, а сунну намаз совершают. Допустим, уже встали уже на второй ракат, допустим, мы обратили внимание. В этом случае мы спокойно совершаем 2 раката сунны, потому что, скорее всего, большая вероятность, что мы спокойно сможем завершить сунну и присоединиться к фард намазу. Но если же есть велика вероятность, что мы пропустим фард намаз коллективный, в этом случае уже сунну намаз, даже утренний намаз мы уже не читаем. И то, что мы с вами говорили последние минуты, касается только утреннего намаза. Других намазов не касается. Дальше. Третий аспект. Если человек вошел в намаз, коллективный намаз, и имам читает Коран вслух, допустим, это утренний намаз, или же 2 раката, первые 2 раката, вечерний намаз, ночной намаз, в этом случае имам, не имам, а человек, который вошел в намаз, он входит в намаз со словами Аллаху Акбар, и все, он молчит. Он молчит. Почему? Потому что он не читает дуа Субханак Аллахума бихамдик. Почему? Потому что это сунна. А молчать и слушать имама это ваджиб. Поэтому предпочтение отдается тому, что сильнее. Предпочтение отдается ваджибу, а не сунне в этом вопросе. Дальше. 4-й аспект. Если мы вошли в мечеть, а имам уже совершает руку, поясной наклон. Мы что делаем? Подходим, спокойно подходим. У нас уже намерение уже есть совершить вот этот намаз. Мы говорим Аллаху Акбар и вступаем в намаз. И потом говорим Аллаху Акбар. И что делаем? Делаем руку. То есть это должно происходить спокойно. Самый главный аспект здесь какой? Обратить внимание на то, что такбиратуль ихрам, то есть вступление в намаз, такбир, который в начале намаза, который открывает нам намаз, он должен произноситься именно стоя. Именно стоя. Порой можно увидеть, как дети подбегают, чтобы успеть на ракаат. И у них этот вступительный такбир происходит на ходу. Нет, на ходу нельзя. Но нужно именно стоя. Если же, допустим, человек подбежал быстренько и прямо на ходу, либо же уже находясь в рукуге, он сделал вступительный такбир, он не вошел в намаз. Потому что условием правильности, действительности вступительного такбира является стояние. Об этом мы с вами говорили, когда говорили про столпы намаза. Дальше. То есть он приходит, спокойно говорит Аллаху Акбар, вступительный такбир, потом говорит Аллаху Акбар и идет куда? И идет на руку. Если он поспешит и, переходя на руку, после вступительного такбира, переходя на руку, он не скажет Аллаху Акбар. И даже вообще не скажет, например, Субхана Раббияль Азим во время руку. Он вступил на намаз, и он успел на этот ракаат. Вот здесь как бы такой момент. То есть, если мы успели с имамом совершить руку, поясной наклон, мы успели на этот ракаат. Если хотя бы чуть-чуть, хотя бы там 2-3 секунды. Если же мы не успели с имамом это сделать, допустим, мы вот заходим в мечеть, имам делает рукой, он спокойно проговаривает 3, 5, 7, допустим, в Мекке это, допустим, гораздо дольше совершается. Мы подошли, сказали Аллаху Акбар, пошли на руку, и мы с имамом хотя бы успели на, скажем так, на 1-2 секунды. В этом случае мы успели на ракаат. Если же не успели, тогда на этот ракаат мы не успели, и в конце, после саляма, мы должны что сделать? Встать и дополнить этот ракаат. Дальше. Следующий момент. Если человек направляется к коллективному намазу, к коллективной молитве, порицается спешить, порицается бежать, даже легким бегом. И передается в хадисе. Почему? Потому что он выдыхается, возможно. Он, возможно, не сможет сосредоточиться на намазе. То есть вопрос не в том, чтобы успеть на этот ракаат, да? Вопрос больше всего здесь успеть на намаз. Но если, то есть когда мы считаемся, что мы успели на намаз, если имам до того, когда ассаляму алейкум ва рахматуллах, мы успели сказать Аллаху Акбар, мы успели на намаз коллективный, и иншаллах мы надеемся получить вознаграждение коллективного намаза. Но то, что мы пропустили, мы дочитываем самостоятельно. Поэтому вопрос не в том, чтобы успеть на ракаат, а вопрос успеть на намаз. Даже когда мы спешим,
Даже когда мы спешим, не стоит спешить. Спокойно подойти. Со смиренностью, с покорностью. И передается в хадисе: «Ида укимати ссаля фаля та'туха тас'ауна». То если намаз читается, не приходите на намаз спеша. Имеется в виду прямо подбежать, да? «Ва'туха тамшуна». То есть подойдите к намазу, как бы шагая спокойно. «Ва алейкумус сакина», в состоянии спокойствия. «Фама адрактум фасаллю», то, что вы успели с имамом совершить, совершайте вместе с имамом. «Вама фатакум фаатимму», а то, что вы пропустили, после саляма встаете и дочитываете спокойно. Следующий аспект. Если же, допустим, мы пришли в мечеть, а имам находится в положении сидя, он в положении сидя между садждами, либо в положении сидя он читает ат-тахият, и мы, допустим, предполагаем, что это в 2 раката, потому что, в конец 2 раката, нам не стоит выжидать, пока он поднимется. Нет, мы подошли, неважно в каком состоянии имам, мы подошли спокойно, сказали Аллаху Акбар, вошли в намаз и приобрели, скажем так, сказали 2-й такбир и приобрели то положение, в котором находится сам имам. Если он находится в состоянии саджды, мы идем на саджды. Если он находится в положении сидя, мы идем в положении сидя. То есть не выжидаем, пока он поднимется. Дальше, кстати, вот хадис. «Идha джитум иля саляти ва нахну суджуд». То есть, если вы пришли на намаз, и мы совершаем саджду, «фасджуду ва ла та'духума шай'ан». Если вы пришли в мечеть, и мы совершаем, если пришли вы на намаз, и мы находимся в положении саджда, то делайте саджда и не пропускайте из них ничего. Следующим. Если имам поднимается из руку или же из суджуд, до того, как мы успели проговорить «Субхана раббиль азим», «Субхана раббиль а'ля» 3 раза, либо вообще не успели проговорить, вообще не проговорили, что мы делаем? Мы эти зикры оставляем и следуем имаму. Почему? Потому что эти зикры являются сунной, а следовать имаму является ваджибом. Что сильнее? Сильнее ваджиб. И предпочтение отдается именно тому, что сильнее. Дальше. Если имам поднимается на 3-й ракаат, и либо же он уже заканчивает намаз и дает салям, и мы, люди, которые совершаем намаз за имамом, не успели дочитать ташахуд, то есть ат-тахият не успели дочитать, что мы делаем? Мы дочитываем ат-тахият и следуем имаму, потому что ат-тахият ташахуд тоже является ваджибом намаза. Дальше. Если, например, мы ат-тахият дочитали, а салават еще не успели прочитать, даже начать, может быть, не успели, имам уже дает салям, мы следуем имаму. Почему? Потому что чтение салаватов после ат-тахията является сунной, следование имаму является ваджибом, и также предпочтение дается ваджибу. И вы также спокойно можете сравнить все остальные ваджибы и сунны. То есть, если происходит такой момент, что нужно выбрать между ваджибом и сунной, выбирается что? Выбирается ваджиб. Дальше. Следующий аспект. Если имам, проводя намаз, вдруг что-то забыл, запнулся, не может вспомнить аят, человек, который находится за ним, то есть из коллектива, кто-либо что делает, напоминает. Например, человек читает, какую суру? Допустим, сура Аляк. Он прочитал 5 аятов, а потом забылся. Что за аят? Келле и забывает. Келле и забывает. Это вот человек, который за ним находится, может напомнить «Келле инналь инсана ля ятуга». То есть пару слов он прочитал, чтобы ему напомнить. И он дальше подхватил и пошел дальше читать. Здесь также говорится о том, если имам уже прочитал достаточное количество аятов после аль-фатихи. В этом случае что? В этом случае будет хорошо, если он, не дожидаясь напоминания, что сделает? Пойдет на руку. Почему? Потому что он уже необходимый объем дополнительных аятов уже прочитал. Дальше. Если имам делает саджда саху, ма'мун, ты человек, который за ним следует, мы за ним следуем. Даже если не заметили ошибку. Дальше. Следующий момент. Значит, имам заканчивает намаз, а мы опоздали.
Например, имам совершал, допустим, 4 раката фард обеденного намаза, 4 раката фард после обеденного намаза. Мы успели, допустим, на 2 раката, на 2 последних раката. И здесь возникает вопрос. Вот эти 2 раката, которые мы, опоздавшие, прочитали за имамом, эти 2 раката считаются последними 2 ракатами? Или же первыми 2 ракатами? Что делают? Эти 2 раката, они считаются последними 2 ракатами. Даже если по факту они первые. То что это означает? Это означает, что когда имам дает салям, ассаляму алейкум рахматуллах, ассаляму алейкум рахматуллах, мы поднимаемся. То есть имам дал салям направо, а потом налево, и мы вот после этого поднялись. И мы что делаем? Мы читаем фатиху. И после фатихи мы читаем замсуру. Да, читаем. Почему? Потому что у нас по форме это первый ракат. Поднимаемся на 2 ракат после этого. Мы читаем фатиху. И читаем ли мы замсуру? Да, читаем. Почему? Потому что по форме это у нас 2 ракат. То есть по форме мы с вами 3, 4 прочитали. Также после фатихи у нас не было замсуры, маленькой суры. Первой ракате форма у них какова? Такова, что читается после фатихи замсура. И таким образом мы поднимаемся, после фатихи читаем замсуру. Второй ракат после фатихи читаем замсуру. Это мнение ханафитов. Шафиты же говорили об обратном. Дальше. Здесь еще несколько моментов. Давайте представим себе картину, что мы пришли на намаз. Например, пришли на намаз, магриб намаз, и мы успели на 3 ракат. Успели на 3 ракат. Имам дает салям направо, налево, мы поднимаемся. И что мы читаем? Вот в данный момент вы уже можете остановить видео и сами себя испытать. Что мы читаем? Мы читаем фатиху, и после фатихи читаем замсуру. Почему? Потому что это форма первого раката. И получился у нас 3 ракат, 1 ракат, всего получилось 2. В конце 2 раката что мы делаем? Садимся, читаем ат-тахият. А потом поднимаемся по счету на 3 ракат, а по форме на 2 ракат. А форма 2 раката какова? Сура фатиха и замсура. И после этого даем салям направо, салям налево и завершаем свой намаз. Но мы, например, успели на что? Успели, допустим, на утренний намаз, на 2 ракат успели. То есть мы успели добавиться к имаму до того, как он поднялся с руку, с поясного наклона. То есть вот он находится, мы пошли, и он поднялся, и мы поднялись. Вот, мы успели. Он дает салям направо, налево мы поднимаемся. Что мы делаем? Читаем фатиху, читаем замсуру. То есть утренний ракат гораздо проще, там всего лишь 2 раката, утренний намаз. И все остальные намазы то же самое. То есть мы дочитываем то, что пропустили, фатиху и замсуры тоже. И у нас после 2 раката, в 3-4 ракатных намазах, в конце 2 раката находится сидение, а во время сидения чтение ат-тахията. Это тоже нужно не забывать. Поэтому ат-тахияты мы считаем по количеству ракатов, а пропущенные мы восполняем по форме фатиха и замсура. Дальше. Следующий момент. Вукуф аль-муктади ма'аль имам. То есть, каким образом имам и молящийся за ним встают в ряды. Каким образом? Значит, если имам и за ним всего лишь 1 человек, они становятся рядом. Ма'мун, то есть коллектив, человек, который совершает намаз за имамом, чуть-чуть отодвигается назад. Буквально чуть-чуть. Если их только 2. Если их 3, имам впереди, за ним 2. Угу. Если же их больше, соответственно, остальные что делают? Выстраиваются в ряд. Если женщины подошли, они уходят в свое отведенное для них место. Если же определенного такого места нет, они уходят так чуть-чуть в сторону, подальше от мужчин. Угу. Дальше идем. Мы с вами сказали, что женщины должны быть подальше от мужчин, но подальше минимум, насколько... Допустим, представьте себе,
где-то вы на работе совершаете намаз, и у вас, к примеру, вот эта комната, где вы совершаете намаз, длинная не в длину, а длинная получается в ширину. Вот она такая широкая, а кибла вот здесь, мы сюда направляемся. Как нам встать? Или, допустим, дома. Или дома, например. У нас получилось так, что, допустим, кибла вон там, комнаты такие, получаются длинные в ширину, скажем так, в данном случае. Вот, становится имам, отец, брат, дети, мальчики становятся рядом с имамом, если позволяет место за ним, женщины тогда встают чуть правее. Вот таким образом, получается, между ними остается расстояние, и намаз их действителен. Если же, например, за человеком, за отцом становятся, допустим, их дети, которые очень игривые, у них очень хорошее настроение, они готовы смеяться, к примеру, да, в этом случае что можно сделать? В этом случае не стоит, наверное, учитывая положение, можно что делать? Можно, чтобы они стали не рядом друг с другом за имамом, а, допустим, стали вот так: имам, справа старший, к примеру, слева младший. Это то же самое касается, когда места не хватает. Допустим, человек пришел, допустим, два человека где-то в каком-то кабинете, в комнате совершает намаз, вот имам, вот рядом с ним стал человек, который совершает намаз за имамом, пришел третий, чтобы образовать еще один ряд, у них места не хватает. Куда он становится? Он становится слева. Угу. Здесь и последний момент такой: как же присоединиться к намазу? Допустим, вот одна такая картина. Зовут нас на намаз, мы говорим: ты пока начинай, я сейчас омовение возьму и сразу же к тебе добавлюсь. Омовение взяли, подошли справа от имама, вступили в намаз, и таким легким движением, касанием по его плечу мы даем знать, что мы стали за ним на намаз. Либо, например, допустим, приходим в мечеть, и мы видим один имам, соответственно, имам один, да, и за ним один молящийся, их только двое. Мы подошли, стали за имамом на расстоянии, чтобы можно было сделать саджду, вступили в намаз, Аллаху Акбар, дотянулись до плеча молящегося человека, так аккуратнее, мягко, дали ему понять, чтобы он отодвинулся назад, то есть он отодвигается назад, и таким образом образуется что? Образуется ряд. Но обычно все-таки, дабы взять место, чтобы совершить спокойно саджды, особенно если человек, допустим, длинный, может быть, места больше надо, и зачастую можно заметить, как имам что делает. Имам тоже иногда делает один шаг вперед. Для чего? Здесь два момента. Во-первых, 3 посторонних движения нарушают намаз, согласно ханафитскому мазхабу. Об этом мы с вами говорили. Поэтому, если тот молящийся за имама сделает 1, 2, 3 шага, то есть мнение ученых, что в этом случае его намаз нарушается. Он делает 2 больших шага, и имам, возможно, понимая это, чувствует, скажем так, некое такое давление сзади. Что делает? Он, возможно, сделает 1 шаг вперед. И таким образом все довольны и спокойно, не в тесноте, совершают намаз. Это вот что касается коллективного намаза. На этом мы с вами завершаем. У нас еще много тем, которые нужно впереди изучить, поэтому просим Аллах, чтобы Аллах даровал нам терпение, спокойствие, и пусть Аллах сделает полезными эти знания. Амин. Джазакум Аллах хайран, субханак ва хамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Саламу алейкум ва рахматуллах.